Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Перспективы развития шахматного образования обсуждали в эти дни в Якутске участники конференции с одноименным названием «О современной шахматной педагогике, секретах популяризации и развития интереса к шахматам у детей дошкольного и младшего школьного возраста». Мы поговорим сегодня с гостем в студии. Это автор федерального трехлетнего курса «Шахматы в школе», методолог шахматного образования, лауреат фонда первого президента Республики Саха-Якутия Игорь Сухин. Игорь Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и первый, наверное, вопрос такой. Для чего вообще нужны шахматные занятия в детских садах и начальной школе? Нужно ли обязательно вводить такое обучение, на ваш взгляд? Спасибо за прекрасный вопрос. До сих пор в мире обычно неправильно отвечают на этот вопрос. Дело в том, что три главные цели. Первое, чтобы дети в дальнейшем учились по всем предметам только на 4 и 5. Во-вторых, чтобы дети самостоятельно делали домашние задания, а мы знаем, какие в школе сложные программы, и бедным папам и мамам приходится отдуваться. И третье, чтобы без блата поступали в престижные вузы. Все одновременно и очень легко, и очень просто. Именно поэтому шахматы полезны как обязательный ресурс именно развития мышления. Не то, что Петя Вася в шахматы обыграл, а как ресурс развития мышления. Это очень и очень ценно. Поэтому процесс обучения шахматным азам именно и в том и заключается, что мы, в первую очередь, у нас шахматы как фон, как средство и инструмент развития. Вот это бесценно. Но, тем не менее, сегодня все-таки пока шахматы являются больше спортом, чем каким-то элементом образования. Насколько это правильно, на ваш взгляд? Все-таки нужно что-то менять? Как нужно менять? В каком направлении двигаться? Вот, к сожалению, во всех СМИ практически вся информация идет шахматы как спорт. А тот огромный труд, который вкладывают воспитатели детских садов, учителя начальных классов, в этот процесс совершенно недооценивается. Вот это вот обидно. И вместе с тем объяснимо. Спорт – это витрина любого государства, это понятно, но хотелось бы больше внимания к рядовым педагогам. А рядовых педагогов не бывает. Каждый из них личность, умница, творец. Вот. И здесь я в Якутии лишний раз убедился, какие замечательные творческие педагоги, учителя начальных классов и воспитатели детских садов. Ну вот вы упомянули, что шахматы могут являться очень необходимым моментом в общем развитии ребенка. А какие-то научные подтверждения этому есть? Какие-то исследования, может быть, проводились, где шахматы как часть образовательного процесса влияли на конечный результат образования? Спасибо за замечательный вопрос. В мире накоплено уже огромное количество подтверждающих фактов, и министр образования, сейчас министр просвещения Ольга Юрьевна об этом уже упоминала. Проблема состояла только в том, как продумать и сделать именно правильную технологию обучения шахматным азам. Проблема заключалась именно в этом, а подтверждающих результатов уже огромное количество. Сейчас стадия уже реализации. А реализация – дело непростое. Мало в какой стране мира понимают, в каком направлении нужно идти. Чаще всего именно, как вы правильно говорите, шахматы как спорт. А чтобы шахматы стали реальным средством развития, это нелегко, это непросто. И поэтому очень хорошо и здорово, что у нас отечественная школа психология и педагогики очень сильная. Все мы дети Выгодского, все мы идем оттуда. Выгодский, Гальперин, Пономарев. Именно Пономарев выявил такую важнейшую характеристику человеческого сознания, как способность действовать в уме. Ни один предмет школьной программы не способен ее целенаправленно развивать. Если мы вспомним начальную школу, способность действовать в уме, где это устный счет на урок математики, разбор слов и предложений русского языка. И все чисто фрагментарно. А если шахматный курс преподается по правильной технологии, то этот процесс идет непрерывно. И очень важно, что наш психолог Пономарев, он
четко выявил, существует 5 этапов развития способности действовать в уме, и от этапа к этапу это развитие идет, и дети становятся все умнее и умнее. И это здорово, ведь в чем сейчас одна из основных проблем? Мы сейчас видим, что шахматы становятся делом государственной важности. Почему? К сожалению, сейчас не очень дружественное окружение у России, поэтому тот, кто умнее, тот и победит. Россия всегда должна побеждать. Ну, то есть понимание того, что шахматное образование как обязательный предмет в школе, оно есть. Методики. Много ли методик разработано? Чем они разнятся? Какая-то принципиальная разница в этих методиках существует? Спасибо еще за один очень хороший вопрос. Так получилось, что в 1993 году Министерство образования предложило мне написать этот курс «Шахматы-школе». Я эту работу выполнил, это есть. Полный ОМК есть, учителя работают, тем более в Республике Саха один из лидеров шахматного образования, это очень здорово и очень приятно. Но вот в последние годы стали выходить и другие учебно-методические комплекты. На самом деле у любого педагога должен быть выбор, это хорошо и правильно, но, к сожалению, они без научного обоснования, не проверенные, но стали выходить уже и большими тиражами. То есть процессы сейчас непростые, скажем так, немножечко как-то науку недооценивают. Нет понимания, что все ОМК должны быть строго научно обоснованным. Ну, так получилось, что мой ОМК действительно научно обоснованный. Выгодский, Гальперин, Пономарев. Ну, великие ученые были. Ну, что мы? Мы на плечах великих. Ну вот вы упомянули о том, что шахматы это как обязательный элемент развития пространственного мышления. То есть может ли это помочь, скажем так, школьникам, которые свою будущую жизнь, будущую профессию хотят связать с IT-технологиями, все-таки век цифровизации, некий алгоритм как и в шахматах присутствует, так и, ну, скажем так, в интеллектуальной и информационной деятельности. То есть эти могут ли стать существенной помощью? Отличный вопрос. Конечно, ведь шахматы действительно уникальные явления, они полезны и детям с проблемами в развитии, а мы знаем, что более 80% в первый класс приходят уже с различными отклонениями, и они полезны и для одаренных детям. Очень здорово и хорошо, что в Якутии программа одаренных детей есть, и очень много важнейших других программ, в том числе и IT. Но нужно всегда правильно понимать, человек ведущий, инструмент, эти гаджеты дело ведовое, тем более, если прочитать слово гаджет, слово хорошее дело гаджетом, можно ли назвать так вот, если немножко пошутить. Но да, компьютерная эпоха пришла, и действительно сейчас наша страна заинтересована, чтобы наши айтишники были лучшими в мире. Видим, борьба идет везде, и тем более в интернете, и шахматы блестящий помощник везде и во всем. Опять-таки, способность действовать в уме, она включает в себя 4 психологические характеристики. Внимание, воображение, память и мышление в одном флаконе, и это здорово. Ну, что касается непосредственно самой шахматной партии, все-таки игра за доской с соперником за одним столом и игра на компьютере с невидимым соперником, является ли какая-то большая существенная разница вот между этими партиями? Хороший вопрос. Ну, и имеет право быть и то, и другое. Вот я, когда стал одним из сильнейших кандидатов в мастера города Москвы в 90-е годы, потом играть я перестал, но сейчас поддерживаю форму, играю по интернет-партии по 2-3 минуты. То есть на моем уровне партии получаются достаточно качественными, за исключением последних 10-15 секунд, когда это уже не шахматы, а нечто другое. Поэтому и то, и другое имеет право быть. Ну вот вы говорите, что уже у нас в республике не первый раз. На ваш взгляд, как вы можете оценить развитие шахматного образования в нашей республике по сравнению с другими регионами России? Спасибо за замечательный вопрос. Ваша республика Саха стала одним из первых регионов, когда все началось. Все мы помним 2000 год, когда
при поддержке Михаила Ефимовича министр образования издал специальный шахматный приказ, в соответствии с которым все школы должны были работать вот по моей программе «Шахматы-школе». После этого некоторое время процесс был вяло текущим, но в последние годы очень бурный всплеск, это здорово. Последние 4-5 лет огромнейшую ключевую работу проводит Малая академия наук, ректор которой раньше был там, Владимир Анатольевич Егоров, нынешний министр образования и науки. Огромнейшую работу. Настолько много сделано. Вот сейчас плавно перехожу к той конференции, которая проходила позавчера. Очень принципиально важно и хорошо, что Владимир Анатольевич посетил лично убедился, посмотрел, что правильной дорогой мы идем. Это было в школе номер 21. Блестящий и антураж, и содержательная часть, и научные доклады были, где было доказано, что да, именно Россия мировой лидер во всех в шахматном образовании, а Республика Саха всероссийский лидер и, может быть, не боюсь этого слова, и мировой лидер развития шахматного образования по той простой причине, что здесь понимают, все должно иметь научное обоснование, все от науки, а не просто Петя Васю обыграл, как в некоторых других странах. В некоторых других странах просто берут лучшие учебники для начинающих шахматистов и считают, что они годятся для школы. Это принципиально неправильно. Должны быть разработаны специальные учебно-методические комплекты, проводить специальные курсы для воспитателей детских садов, для учителей начальных классов. Важно, чтобы все было четко структурировано, чтобы педагоги все это поняли, и чтобы они настолько хорошо поняли, чтобы качественно все это преподавали детям. Вот он ключик, вот он золотой ключик к шахматному образованию. И здесь у вас все делается вот так вот. Большое спасибо вам за то, что нашли время и ответили на наши вопросы. Я желаю вам успехов в вашей педагогической деятельности и желаю вам удачи. Спасибо большое. Это была программа «Актуальное интервью». Но с современной шахматной педагогики мы разговаривали сегодня с нашим гостем. Это автор курса «Шахматы в школе» Игорь Сухин. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.